Она пришла в профессию по зову сердца, вдохновленная поэзией великих русских писателей. Вот уже 40 лет Алла Султановна преподает великий и могучий русский язык. Перечитывая в детстве Пушкина, Гоголя и Рождественского, она грезила о работе филолога. Мечта стать учителем была настолько сильной, что в 1978 году Алла Цуроева заявляет родителям о своем твердом желании поступить на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. После окончания вуза устраивается работать в свою школу. Знакомство с классом началось известного стихотворения. Она не в рифму была, и мы с девочками ее даже это стихотворение переделали его так, чтобы звучало, концовка хорошо звучала. И вот это стихотворение я вспомнила, и я начала читать это стихотворение. Тишина в классе, и есть такие там слова. «Я в глазах твоих утону». Можно? И с задней парты мне сказали «нельзя». И дальше идут, значит, такие слова. «Даже если нельзя, буду. И всегда я приду на помощь, если трудно тебе будет». Ну, аплодисменты. И все, я вошла в коллектив, и мне было уже дальше легче работать с классом. За 40 лет профессиональной деятельности Алла Цуроева успела проработать в разных школах. Сегодня она учитель в первой школе Назрани. Также ведет классное руководство. В своей работе старается успевать за временем. Занятия Аллы Султановны проходят с применением новейших методик. Каждый урок начинается с орфографической минутки. Я начинаю с этого, потому что для меня очень важно, как человек пишет лак там, или ложь, знает ли он правила. И начинаю всегда с этой орфографической минутки. Сейчас вот пошла цифровизация. Вот. Это электронные ресурсы, которые нам дают. Мы занимаемся с детьми Учи.ру, Еду.ру. У нас финансовая грамотность и читательская грамотность. Я считаю, что очень важно для детей именно участие в читательской грамотности, так как эта работа уже практика, она позволяет лучше разбираться в текстах. Главная идея, проблема текста. Свой первый выпуск учащихся Алла Цуроева проводила 25 лет назад. Она до сих пор поддерживает теплые отношения с каждым своим учеником. Каждый ее ученик, который присутствовал в ее жизни, только с положительной стороны. Мы запомнили ее не просто как педагога, а действительно наставника. В школьные годы мы могли прийти к Алле Султановне с любой проблемой, с любой ситуацией, и мы всегда знали, что мы найдем у нее поддержку, помощь, понимание. И тот факт, что прошло 25 лет, в этом году 25 лет, как мы закончили школу, я, и не только я, большинство моих одноклассников до сих пор поддерживают с Аллой Султановной очень теплые отношения, наверное, говорит о многом. Коллеги в первую очередь ценят в Алле Цуроевой профессионализм, а ученики способность донести материал и отзывчивость. В свободное время она с радостью готовит детей к ЕГЭ. Алла Султановна очень эрудированный, грамотный учитель и очень хороший друг. Алла Султановна, она занимается общественной работой. Она у нас руководитель Дома мира по республике Ингушетия. Это клуб интернациональной дружбы Ингушетии. Алла Султановна дико учитель, 11 класс и нусо. Я урок до кизасагусо. Звукшира 11 ЕГЭ халижи то готовится до тоцох. Я готовится тут объяснять тут. Алла Султановна русский язык не знаю. Дик учитель есть, дик херой. Звукшир ЕГЭ это готовится. Строгий. Объявленный год педагога, по мнению Аллы Цуроевой, это еще одна возможность поднять престиж профессии. Все-таки учитель был и остается гидом в увлекательный мир знания. То, что было 20 лет, 30 лет назад, оно, конечно, ушло в прошлое. И на смену приходит новая методика, новые, значит, ресурсы у нас появляются, как у учителей. И в год педагога и наставника я хочу пожелать всем своим коллегам творчества, креативности. Вот. И должна сказать, что я рада, что такое пристальное внимание именно к работе учителя-педагога. Пока дети на каникулах, у Аллы Султановны есть время набраться энергией, продумать новый план работы, с уверенностью и огромным желанием передать подрастающему поколению знания, встретит новый учебный год. Лида Сычуева, Новости 24.